Ледяная там сосуль, вот в одном месте. Льдом на проводах доцент Казанского энергоуниверситета Василий Касимов занимался последние 7 лет. Молодой ученый искал способ, как определить обледенение дистанционно. Чтобы создать датчики для такого метода, порой приходилось работать и день, и ночь. Бывало, что там звонили инженера, главные инженера подстанции, спрашивали там в 3 часа ночи, что у меня там с линиями, пока мы им нормально всю эту систему не отладили. Сегодня ученого и его достижения отметили государственной премией имени Алимасова. Так, в этом году премировали 3 специалистов инженерной отрасли. На начальном этапе заявились 15 человек. Это те, чьи разработки продвинули развитие науки и промышленности. Достижения изучали эксперты и представители комитета премии. Так, все номинанты получили рейтинговые баллы. По ним и определили победителей. Почти 80% с экспертами мы согласились, но тем не менее какие-то перестановки в рейтинге произошли за счет доклада, за счет ответов на вопросы. Потому что эксперты же не видят, как правило, кандидатов, они по бумагам только. Так лауреатом премии стал Рамиль Кашапов, зав. Лаборатории из КФУ. Он разработал и внедрил в промышленность методы аддитивного производства сложных деталей для авиации и медицины. Суть – отдельные слои компонентов создаются прямо на основании их цифровых трехмерных моделей. Нельзя сказать, что оно редко или еще что-то в этих направлениях работает во всем мире. Поэтому оно актуально, это направление исследований. Мы просто вносим свой вклад в общемировую науку. Третий лауреат премии – сотрудник КАМАЗа Айрат Фасхуддинов. Он разработал методику обработки сложных поверхностей инструментов. Сложных вещей их предостаточно, да, но мы делаем все, чтобы всю эту сложность перевести в результат. Каждый победитель премии получил денежное поощрение в 75 тысяч рублей. Лауреаты пообещали дальше совершенствовать свои разработки, а промышленникам посоветовали лучше присмотреться к ним. Дмитрий Айрин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.